Круглый стол на тему «Абхазия и Россия. Общий цивилизационный путь» прошел в Абхазском госуниверситете. Среди участников президент Абхазии Бадра Гунба и начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов Александр Харичев. Что это за мероприятие, какой опыт России в области социального управления может быть полезен Абхазии? Об этом будем подробно говорить с заведующим лабораторией социологических исследований при Абхазском госуниверситете Бесланом Хакба. Он с нами на связи по телефону. Беслан Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Беслан Алексеевич, если коротко о цели и сути мероприятия, которое прошло в Абхазском госуниверситете, расскажите, пожалуйста, в чем главный смысл? Вы знаете, главный смысл в следующем. У нас в программе лабораторной деятельности работы нашей была программа вот такой круглый стол провести. Потому что, знаете, сегодня очень актуально, учитывая все, что происходит вообще в мире, да, вокруг Абхазии. Вот какой цивилизационный путь, какой путь избрала Абхазия, какой путь избрала Российская Федерация. Учитывая все-таки, что все-таки Абхазию столетиями находимся в таком цивилизационном пространстве, сначала в Российской империи, потом Советский Союз, теперь уже Россия, которая призналась государственным суверенитетом Абхазии, учитывая все это, да, учитывая, что все-таки мы считаемся союзниками между двумя странами, мы вот запланировали в нашей программе, вот в лаборатории, провести такой круглый стол. Очень интересно все это прошло. Приехали специалисты, много специалистов из Российской Федерации, наши специалисты из Абхазского госуниверситета, было очень много интересных докладов. И это было очень актуально, причем, знаете, мы говорили о жизненных, просто необходимых в государственном строительстве Абхазии вещах. Это экономика, это политика, это культура, социокультурная жизнь Абхазии, это взаимосвязи вообще, как должны развиваться отношения дальше и дальше между Российской Федерацией и Абхазией. Какие проблемы необходимо решить, чтобы еще больше укрепить наши связи, чтобы укрепить нашу государственность. Об этом искренне поздравил в своем обращении и президент Абхазии Гунба Дмитрий Зурабович. Понимаете, все было очень интересно. И потому мы решили, что это вообще-то будет в наших традициях проводить такие круглые столы. И здесь у нас в Сухом университете и в городе Москва, в Московском государственном университете. Я думаю, что это будет полезно и нашим специалистам, студентам, я думаю, полезно и, между прочим, и Российской Федерации, чтобы они больше узнали о наших проблемах, о наших связях, вообще, что из себя будет представлять сегодняшняя суверенная Абхазия. Беслан Алексеевич, действительно, президент выразил благодарность организаторам за создание вот такой площадки, но он в том числе имел в виду и лабораторию социологических исследований при университете, вот как раз которую вы возглавляете. С большим интересом мы читаем доклады, которые вы готовите по итогам исследований. Они действительно показывают какие-то болевые точки, обращают внимание на какие-то проблемные вещи и, наоборот, показывают где-то и тенденции положительные. Это очень интересно знать и в том числе государственным органам, да, власти. Вообще мосты же вот уже существуют, даже на примере этой лаборатории, если посмотреть, взаимодействие ученых Абхазского университета и Московского государственного. Совершенно правильно. Знаете, мы это пришли работать вообще, мы столько сделали за почти 5 месяцев, как мы начали, да, открыли эту лабораторию, много исследований проведем, вызывает отклик, между прочим, ссылается на нас и в Российской Федерации, и вызывает отклик, между прочим, здесь в Абхазии, потому что я считаю, что, знаете, лабораторные исследования, я имею в виду социологические исследования, нам удалось поднять на какой-то уровень. Такого еще не было. Это интересно и нашим властям, потому что на некоторые вещи стоит обратить внимание, потому что если иметь хорошую социологическую картину нашей жизни, абхазской жизни, это будет полезно в плане государственного управления, потому что не все мы знаем, к сожалению, в Абхазии. Понимаете, когда бываешь в районах, мы проводим очень много фокус-групп, люди искренне отвечают на наши вопросы. Это очень важно. И мы искренне делаем выводы. Понимаете, у нас нет никаких целей политических. Мы даем научный социологический анализ. Это очень важно. И наши выводы, это интересно нашим властям и некоторым специалистам из Российской Федерации. И потому мы считаем, что это будет продолжено. Мы хотим вообще работу интенсифицировать в каком плане. У нас
запланированы были одно исследование, социсследование в месяц. Мы хотим уже 2 исследования проводить, а может быть в следующем году несколько фокус-групп. То есть это продолжит. Мы хотим, масштаб уже будет другой. Мы хотим издать у нас свое издание будет печатное. И, конечно, все это будет опубликовано. Публичная политика – это вот наш принцип. Я думаю, что это должно быть интересно всем. Потому что, я еще раз повторяю, для социология – это и журналистов, да, и публицистов, потому что я еще раз говорю, социология что такое? Она иногда приоткрывает, знаете, вот завесу язвы нашей любой же вот, общественно-политической жизни. Мы некоторые проблемы вот так мимо проходим. Потому, если это мы раскроем, дадим какие-то рекомендации, я думаю, что это будет полезно нашим властям. Особенно властям, потому что они вот видят эти болевые точки, куда надо направить силы, где надо решать больше проблем, где надо больше с обществом работать. Ну вот на самом круглом столе и президент Бадыр Гунбов в том числе говорил о том, что у Абхазии и России есть общий такой цивилизационный путь. С одной стороны, есть некоторые ментальные различия, да, между абхазами и русскими, между Абхазией и Россией, но при этом есть и объединяющие общие ценности. Вот об этом хотелось бы более подробно поговорить, что объединяет все-таки два народа, две страны, на что можно было бы дальше опираться и двигаться вместе. Вы знаете, вот когда вот сегодня мы собирались, проводили вот, да, круглый стол, все отмечали. Понимаете, конечно, государство, Россия – это государство-цивилизация. Мы в эту орбиту входим. В каком плане? Я сегодня говорил. Понимаете, мы были частью Российской империи, мы были в Советском Союзе, мы вышли из Советского Союза, был сложный период войны. Потом Россия признала государственный суверенитет, благодаря которой мы получили этот статус. Россия покровительствует над нами. Что тут скрывать? Понимаете, благодаря России, между прочим, мы государственно состоялись. И поэтому, понимаете, если эта политика будет продолжена, если она получит развитие, я уверен, что вот этот проект, который мы подняли, да, суверенная Абхазия, она получит вот воплощение в жизнь. Я больше чем уверен. Сегодня многие говорили, что без России этого не получится, потому что некоторые вещи, которые мы никогда не сможем самостоятельно решить, например, вопрос безопасности. Это первое. Вот то, что вы затронули, очень важно. Орбита цивилизационная. Сегодня Россия, понимаете, вот всегда была рядом за последние 300 лет. Много чего происходило, войны, конфликты и так далее, и так далее, и так далее. Но это случилось. Понимаете, Россия – это великая держава. А что-то себя представляет Абхазия? В каком плане, вот социокультурном даже возьмем, понимаете, когда происходят процессы глобализационные, когда вот такое культурное давление Запада на наши какие-то ценности традиционные, надо охранить, вот такую политику проводить. Как защититься, как это сделать? Только благодаря опираясь на великую державу Россию. Понимаете, вот такие вещи надо раскрывать, говорить публично, людям объяснять. Потому что без этого ничего не получится. Понимаете, мы должны повернуться по-другому к Российской Федерации. Если это случилось в 2008 году, признание, если мы хотим, чтобы это случилось, она получила, понимаете, вот буквально не на какие-то 10-20 лет. Вот все, Абхазия создалась государство, это исключительно благодаря России. А это Россия, великая держава. Поэтому, понимаете, цивилизационным, почему-то назвали общий цивилизационный путь. Мы православная страна. Хотя здесь живут многие люди, которые другую религию не Ну да, светское государство, да, такую опору да. на религию не так сильно мы ощущаем. Самая большая православная страна Российской Федерации. Понимаете, общие ценности, общая культура, много чего нас связывает. Люди, которые, многие хотят, талантливые люди, проявляют себя через только Российскую Федерацию. Мы это же знаем, наша молодежь, наши спортсмены. Все это благодаря России. Потому эту линию политику надо продолжать. Мы об этом сегодня говорили все. Об этом говорил, кстати, и президент Бадыр Зурабович Гунба. Об этом говорили другие участники, которые приехали из Российской Федерации. Причем подчеркивали, говорили таким образом. Если вот поработаем хорошо, это политика всегда будет получать развитие. А это все подчеркивали. Понимаете, это не какие-то конъюнктурные события.
Это, понимаете, вот это очень важно, потому что это политика государственной Российской Федерации по отношению к Абхазии. Мы должны в Абхазии это понимать. Взаимный интерес. У нас есть даже специальная программа, вот «Взаимный интерес» она называется, и этот вопрос, который представляет взаимный интерес для двух стран. Кстати, вот возвращаясь к участникам этого мероприятия, начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, он отметил, что опыт России в области социального управления может быть полезен и для Абхазии, выразил готовность к совместной работе как раз в этом направлении, и он делился ключевыми подходами, которые сегодня активно используются в российском политическом и управленческом менеджменте. Совершенно правильно. Между прочим, после круглого стола Александр Харичев, мы его пригласили, он прочитал лекцию нашим студентам. Он говорил о таком проекте, о котором вы говорите. Это называется социальная архитектура. Это новое такое направление в решении очень многих социальных гуманитарных проблем. Это проект, который активно развивается в Российской Федерации. И он нам объяснил, вот нашей молодежи, что эта политика и в Абхазии должна получить воплощение, потому что очень интересно в решении очень многих социальных проблем на местах. Как это делается, какой механизм, что это за проект. Будут приезжать специалисты рассказывать. Понимаете, все это было очень интересно. Не какие-то декларативные вот такие, понимаете, провозгласили, что-то сообщили, демагогические какие-то действия. Нет, это все должно быть конкретно воплощено. Вот такая политика сегодня, мы должны понимать, понимаете, вот такая политика сегодня проводится Российской Федерацией по отношению к Абхазии. Понимаете, раньше что-то говорили, что-то не получалось, и по большей части по нашей вине. Понимаете, эта политика уже надо оставить в прошлом. Надо какие-то конкретные дела, которые отразятся на благополучие всех жителей Абхазии. Я имею в виду политику России по отношению к Абхазии. Я думаю, что это будет продолжено, и она получит развитие. Один из наших экспертов, политолог, здесь в нашей студии, давая интервью, он говорил о том, что Абхазии пора перестать оборачиваться на опыт войны и вообще на время забыть про прошлое и больше смотреть в будущее и думать о развитии. То есть вот это груз, который за нами тянется, вот он немножко нам мешает в реализации каких-то новых целей. Как вы считаете, как это можно сделать? Вы знаете, я знаю это политолога, и он искренне говорил. Знаете, я даже знаю, Сергей что он имел Маркедонов. в виду, понимаете? Да, совершенно правильно. Понимаете, он не имел в виду забыть память, конечно. Нет, Нет, ни в коем случае. Я не об этом сейчас говорю, о том, что надо перестать жить прошлым. Да, понимаете, что я имел в виду, это, может быть, очень даже правильно. Знаете, мы память никогда не забудем, если мы забыли ни народ, ни нация, никто, абсолютно. Здесь имеется в виду вот что, понимаете, иногда, как те проблемы, задачи, которые стоят перед Абхазией, которые мы в состоянии решить, мы ничего не делаем, никаких действий, и все списываем, понимаете, вот на войну, на блокаду и так далее, и так далее. Слушайте, 30 лет прошло. Надо по-другому строить свою страну. Вот что имел этот политолог. Он искренне относится к Абхазии, искренне такие вещи говорит. Поэтому, знаете, вот есть такой афоризм, знаете, мне очень нравится. Прячьте ваш указательный палец. Он всегда обличает. Понимаете, вот надо убрать указательный палец, что кто-то там виноват, евреи виноваты, американцы виноваты, китайцы виноваты в неудачах Абхазии. Это все надо оставить в прошлом. Россия много чего делает для государственного строительства Абхазии. И потому мы нашу страну должны поработать. Это очень важно. Вот что имел в виду этот политолог. Понимаете, конечно, память мы никогда не забудем. Но имейте в виду, сегодня в наших силах, учитывая, как относится Российская Федерация, построить хорошую, замечательную страну Абхазию. Я уверен, что в будущее поколение вот это удастся. И мы должны их заинтересовать. Как раз миссия наша сегодняшняя и проведение круглого стола, это как раз все это было направлено на вот молодежь, подрастающее поколение. Кстати, вот последнее наше исследование было посвящено молодежным организациям. Вот исследования нашей лаборатории. Много чего было интересного. Мы со многими встречались, причем мы проводили исследования, почти затронули все районы. Фокус-группы. Люди были искренни, говоря буквально, не стыдясь о проблемах, которые сегодня имеют место во многих районах Абхазии. Это говорит о том, что молодежь наша заинтересована в успешном строительстве нашей страны. Им надо помочь. И, кстати, как раз-таки открытость
Открытость этого исследования и попытка действительно реальную ситуацию увидеть, услышать и показать, мне кажется, это такой серьезный шаг в будущее, как раз, который демонстрирует желание что-то изменить в обществе в лучшую сторону. Нала, скажите, пожалуйста, зачем скрывать? Вот скажите, что это даст? Ну, Зачем скрывать? приукрашивать, Слушайте, порой приукрашивать, бывает, вот знаете, что пытаются приукрашивать. бывают иногда моменты, это такой политический прием. Может быть, это стоит иногда делать, но нет, это не стоит увлекаться. Понимаете, открыто, искренне надо говорить о наших проблемах. Понимаете, я уверен, вот это я хочу подчеркнуть, в Российской Федерации, в руководстве, как развивается за последние, вот я скажу, десятилетия Абхазия после признания, им это очень не нравится. Знаете почему? Они много чего для этого сделали, чтобы страна была успешной. А мы не смогли пойти навстречу и построить хотя бы в какой-то мере нашу страну. Я больше чем уверен, что им это не нравится. Много чего они нам не говорят. Но говорят вокруг. Говорят эксперты, публицисты, они информированные. Понимаете, вот были и другие регионы Российской Федерации, которые были подвергнуты ужасной войне. Понимаете, одна страна на Северном Кавказе, такую же поддержку получив, она стала одной из самых, не знаю, успешных республик на Северном Кавказе. Это удалось буквально за 10-15 лет. Вот о чем идет речь. Понимаете, вот та политика, которая имела место раньше, вот это уже не годится. Надо работать на нашу страну. Вот мы должны, прежде всего, мы здесь в Абхазии, кто чем занимается, я не знаю, образование, культура, экономика, вот все на нашу страну. И перестать указывать на какие-то другие страны, на наши неудачи. Это просто, во-первых, некрасиво, неприлично и так далее. Если мы решили построить свою страну, свое государство, этим мы должны заниматься прежде всего граждане Абхазии. И в большей степени работа с молодежью очень важна. Об этом и президент, кстати, во время круглого стола тоже на это обратил внимание. И ваш опрос тоже показал, что 44 почти процента респондентов на первое место поставили патриотическое и духовное нравственное воспитание молодежи. И это Вы люди знаете, с высшим образованием. Это нас очень удивило. Между прочим, знаете, когда мы узнали выводы, итоги, когда это завершилось, понимаете, обычно сегодня говорят, что не популярно говорить о патриотизме, о воспитании и так далее, и так далее. Кстати, понимаете, вот мы были в городе Ткачал, мы были в городе Чунчера, там есть комитет молодежи, с молодыми мы встречались, знаете, они говорят, нам необходима государственная молодежная единая организация. Они указывали, например, между прочим, комсомольских организаций. Они об этом ничего не знают, потому что только слышали. Понимаете, что... Ну, интуитивно что-то такое хотят. Да, государственно, целенаправленно молодежи надо заниматься, потому что очень много проблем в молодежной среде. Это очень много нездоровых вещей, которые мы видим, слышим. Это все мы должны преодолеть. Об этом говорили все, буквально все. И государство должно помочь. Это не какая-то формальная организация, нет. Это действительно должно быть и обеспечение ресурсами, и целенаправленно работающая на молодежь. Причем, понимаете, это должно быть единая государственная организация. Все говорили об этом. Это говорит о том, что они искренне, отвечали на наши вопросы, искренне относятся. Я думаю, что какой-то отклик, понимаете, мы сейчас завершаем, мы хотим публично издать, типографски, опубликуем все наши данные. Я думаю, что стоило бы нашей власти на это обратить внимание. Ну и в том числе там затрагивали такие социальные проблемы, как помощь в трудоустройстве и поддержка каких-то молодежных инициатив. Вот такой запрос от общества существует. Это очень важно. Понимаете, много чего делает наш президент, если вы в курсе, вы хорошо знаете, много проектов. Команда Абхазии и другие. Но, понимаете, это не должно в компанию превратиться. Это то, что вы затронули сейчас, вопрос трудоустройства, очень важно. Это острая проблема для молодежи. Они все говорят, особенно, знаете, вы были в городе Ткачал и Очинчека, руководитель комитета молодежи нам говорили, как остановить молодежь, чем он может заниматься, где его трудоустроить, что здесь у нас есть в городе. Вы понимаете, открыто так ставить вопрос, что у нас в городе есть. Закончил университет, школу, что у нас нет? Ничего нет.
Вот вы указывали, вот в городе Чемчира, вот там есть прекрасно построенный отель «Жемчужина», и говорили, понимаете, вот завидовали, сколько там молодежи было трудоустроено. Вот такие вещи, комплексы необходимы нашей стране. То Вот есть таких от бизнесменов больших необходимо экономических проблем, вот для решения больших, серьезных экономических масштабов государства проблем надо начать с низов, вот с такого уровня вопросов, с молодежной, в том числе, политики. надо говорить с молодыми людьми на местах. И это не ждопит рекламой, буквально. Вот сесть и поговорить искренне. И нам это пока, я думаю, что удалось. Я не говорю, что, понимаете, но все-таки мы, это научная лаборатория. Мы наукой занимаемся, даем, публикуем это хорошо. Но, понимаете, и политики должны обратить на это внимание. Это очень важно для нынешней Абхазии, учитывая, что происходит вокруг нас. Понимаете, если мы не построим нашу страну, вместо нас кто-нибудь займется в будущем. Об этом никогда не стоит забывать. Беслан Алексеевич, буквально 2 минуты у нас остается до конца беседы. Если подытожить в целом разговор, какие дальнейшие действия, да, вот в рамках вот такого взаимодействия, какие первые шаги дальше будут предприняты? Вы знаете, что касается вот нас, нашего лаборатории, у нас очень много планов в плане изучения и исследования. Мы этим тоже занимаемся. Вот, например, мы завершаем, сейчас интересно, знаете, исследование завершаем, очень, называется трудовая этика абхазов. Я думаю, что там мы получим интересные выводы, вот, да, и учитывая нынешнюю трудовую этику абхазов. Вот, понимаете, абхазское общество, скажем так, мы эту проблему так не изучали, никогда, по-моему, во всяком случае не слушал. Это первое. Второе, у нас очень много планов в плане изучения исследования. Но нет, понимаете, мы хотим, чтобы на это обращали внимание. Если какие-то вещи нам не удалось, понимаете, может быть, это может отбросить. Но я уверен, что на некоторые вещи, которые мы публикуем, даем на наши выводы, стоит обратить внимание. Это будет полезно всем. И полезно нашим специалистам, полезно нашим ученым здесь в университете, полезно тем более нашим политикам. Они должны заниматься этими проблемами. И если они за этим возьмутся, я уверен, что они получат авторитет. Чего? За последние 10 лет не хватало Абхазии. Авторитет абхазской власти. Ну и это очень важно. Самое главное к стабильности в обществе. Когда общество слышит, а власти вовремя реагируют на эти запросы, то и мы сможем достичь стабильности. Большое спасибо, Беслан Алексеевич, что были с нами на связи. Удачи вам, до свидания. Напомню, что с нами на связи был заведующий лабораторией социологических исследований при Абхазском госуниверситете. Мы говорили о круглом столе, который прошел в АГУ.